Здравствуйте! В эфире новости, подготовленные службой информации телеканала ТУА-24, в студии Чинчика Шпукол. Сегодня в выпуске. Сезон активности клещей не за горами. На аппаратном совещании обсудили меры профилактики. Сразу 3 тувинских спортсмена стали триумфаторами в боях ММА. В Туве в День защитника Отечества состоялась торжественная церемония награждения медалью общественного признания «Отец солдата». В Национальном театре прошел юбилейный вечер, посвященный 80-летию заслуженного работника сельского хозяйства России, героя труда Тувы Ишкусар Оржак. А теперь об этом и не только, более подробно. Кражи, автоаварии, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сезон активности клещей, землетрясения и не только. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании по традиции обсудили итоги минувшей недели. На чем акцентировали внимание в правительстве региона, смотрите в материале далее. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На прошлой неделе в Кызыльском районе были раскрыты 2 тяжких и особо тяжких преступления. Зарегистрировано 17 краж. В большинстве случаев они произошли в Кызыле. Всего за неделю в специализированные места в состоянии алкогольного опьянения были доставлены 417 человек. МКУ «Центр Кызыл» 314, Агдурак 46, Шиганар 57. В сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории региона сотрудниками полиции на территории 4 муниципальных образований выявлено 11 нарушений алкогольного законодательства, 8 из которых со стороны индивидуальных предпринимателей, это 5 в городе Кызыле, по одному Барунхемчик, Дзунхемчик, Ковер. На дорогах Тувы произошли 3 автоаварии. В результате 2 человека погибли, а еще 2 получили травмы. Тем временем за отчетный период 37 водителей сели за руль нетрезвыми. За неделю на платную охраняемую стоянку за различные нарушения в области дорожного движения помещено 97 транспортных средств. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 3 уголовные дела. Это Кызыльский, Улукхем, Стоджи. Всего в период с 17 по 23 февраля в управление ГИБДД поступило 137 телефонных сообщений. Из них 10 у нетрезвых водителей, управляющих транспортными средствами. Традиционно обсудили и эпидобстановку. Уже через пару дней календарная весна вступает в свои права. С начала марта начнется еженедельный мониторинг по присасыванию клещей. В прошлом году первый случай укуса произошел 10 марта. Республика Тува относится к высокоэндемичной опасной территории по клещевым инфекциям и особенно по клещевому вирусному энцефалиту. За прошлый эпидсезон 24 случая было зарегистрировано заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. И у нас показатели заболеваемости превышают среднероссийские 5,8 раз и по Сибирскому федеральному округу 1,5 раза. Показатели по бруцеллезу в Туве выше среднероссийских. За прошлый эпидсезон было зарегистрировано 17 случаев. Наибольшее заражение происходит в период окотной кампании. Регистрация идет у нас на территории города Кызыла, Тескемского кажуна, Цунхемческого кажуна и Судхольского кажуна. Поэтому обращаю, уважаемые руководители, на важность охвата групп риска и, конечно же, проведения всего комплекса санитарно-противоэпидемических мер, которые направлены на профилактику, особенно в период окотной кампании. За отчетный период чрезвычайных ситуаций не произошло, отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Туве Валерий Широв. Произошли 2 землетрясения в Ивырском районе, колебания не ощущались, звонки от жителей не поступали. Кроме того, на контроле у МЧС были и другие нарушения жизнеобеспечения. Первое – это нарушение электроснабжения села Чазлары Толчинского района в период с 19 по 23 февраля. В результате выхода из строя дизель-генератора отмечается задержка информации на 2 суток. Второе – это нарушение электроснабжения в Дзункемчинском районе. Также в рамках данного нарушения произошла аварийная остановка котельной Маусош села Хундергей Дзункемчинского района из-за неисправности центробежного насоса. Третье – это нарушение теплоснабжения в Чедыхульском районе, которое произошло в час ночи 24 февраля по причине исправности резинового компенсатора, в результате чего временно прекращена работа ЦТП села Хувакцы. В Туве за неделю произошло 28 пожаров, погибших и травмированных нет. Рост количества возгораний отмечается в Кызыле и Кахемском районе. Айра Сатангургужга, телеканал ТУА-24. К другим темам. На турнире по смешанным боевым искусствам ММА сразу 3 спортсмена из Тувы одержали впечатляющие победы и стали триумфаторами соревнований. Более подробно расскажет Инна Клоян.
Первым, кто одержал победу, стал боец из Тувы Начин Сад. Он проявил профессиональные навыки на ринге и смог победить своего азербайджанского соперника. Начин в первом же раунде победил Турала Аскарова на турнире One Friday Night 53 в Москве в полулегком весе. Спортсмен из Тувы удачно исполнил удушающий прием, что привело к проигрышу оппонента и немедленному окончанию поединка. На этом же турнире Чаян Оржик, представляющий Россию, не оставил шансов бойцу из Пакистана Али Бабару, выступавшему за Афганистан на легчайшем весе. Единогласным решением судей победу присвоили спортсмену из Тувы. Захватывающий поединок показал еще один спортсмен Тумер Андар, всеми узнаваемый под псевдонимом «Тувинский гангстер». Он вышел на ринг под тувинскую песню. Его соперником стал казахстанский спортсмен Багашар Караласов. Поединок состоялся в полулегкой весовой категории и прошел в 3 раунда. Тумер Андар смог одолеть оппонента благодаря своей выносливости и стратегии боя. По единогласному решению судей он одержал победу в российской лиге Fight Nights Global. Это его 9-я по счету победа. Очень много подсказок из зала. Сколько секунд остается и просят поработать Тумер Андара. Да, хорошую поддержку Андара действительно здесь. Ну все, 20 секунд финальный. Андар сверху. Багашар решил удивить соперника. И, наверное, это получилось даже где-то. Но Тумер не обращает на это внимания. На этом все, друзья, с этим поединком. Глава Тувы выразил свои искренние поздравления спортсменам из Тувы за их блестящие победы на турнире по ММА. Он подчеркнул, что их достижения важны для всего региона и являются яркими примерами преданности, упорства и таланта. Поздравляю нашего бойца Тумера Андара с очередной победой на AMC Fight Nights. Боя за титул чемпиона этого промоушена не получилось. Произошла замена соперника, к схватке с которым наш боец упорно готовился. И в этот раз Тумер бился с казахстанским спортсменом Багашаром Караласовым. Для нашего земляка это был очередной опыт в октагоне. А важный бой обязательно состоится. Еще раз с победой, Тумер. Тува гордится твоими успехами. После победы Тумер Андар сразу облачился в национальную тувинскую одежду и поделился впечатлениями от боя. Выражаю огромную благодарность главе Тувы Владиславу Хувалыгу. Руководитель республики оказал мне большую моральную и финансовую поддержку, поэтому я очень благодарен. Продолжу и вас, и наш тувинский народ радовать своими достижениями. Также выражаю благодарность полпредству Тувы в Москве, потому что они тоже поддерживали и помогают нашим тувинским спортсменам. Таким образом, 3 тувинских спортсмена показали высокий уровень подготовки и дисциплины, что принесло им заслуженные победы на турнире по ММА. Наши земляки стали предметом гордости всего спортивного сообщества и народа республики. Инна Клоян, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Они воспитали своих сыновей настоящими мужчинами. В Госфонде «Защитники Отечества» в торжественной обстановке вручили медали «Отец солдата» тем, чьи дети проявили героизм в зоне СВО. Более подробно расскажет Айлита Оржак. Сегодняшняя дата совпала, что мы вручаем награды для родных и близких наших защитников Отечества. И я думаю, что на будущем вот это 23 февраля каждого года будет познаменоваться именно такими же мероприятиями. Медаль учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России» 9 мая прошлого года для сохранения в народной памяти каждого героя и его родителей, сплочения патриотических сил страны, укрепления семейных традиционных ценностей и духовно-нравственных основ государства. На лицевой стороне медали отчекачены силуэты отца и сына, которые стали символом преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников Отечества. Всего
его награду получили 23 родителя. Поклоняюсь защитникам Отечества и родителям, которые их воспитали. В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции сержант Чаян Чинан, несмотря на полученное осколочное ранение, увидев, что его сослуживец без сознания находится в горящем автомобиле, проявив бесстрашие, бросился на помощь. Позже погиб от полученных ран. Указом президента Российской Федерации от 26 марта 2022 года сержант Чаян Чинан награжден орденом мужества посмертно. День защитника Отечества для нас ценный праздник. Наш сын – настоящий герой. Его отцу вручили награду «Отец солдата». В прошлом году в Москве мне тоже вручили награду «Мать героя». Сын участвовал в СВО, храбро проявил себя. Ценой своей жизни приближал победу. Мы им очень гордимся. Сегодня мы поздравляем отцов военнослужащих и бойцов, которые находятся на передовой, с Днем защитника Отечества. Важно подчеркнуть, что «Отец солдата» – это общественная награда и подтверждение того, что простые граждане России понимают цену родительского подвига, осознают мужество наших бойцов и благодарны им за преданность и защиту Родины. Аэлита Оржак, Владимир Сутюк, Торжусат, телеканал Тува-24. Федеральная программа капитального ремонта школ по всей стране берет свое начало в 2022 году. Она включает в себя не только обновление коммуникаций, но и по большому счету это формирование нового образовательного пространства, закупка современного оборудования, повышение квалификации учителей. Уже в течение 2 лет в Туве реализуется федеральная программа капитального ремонта школ. За это время обновлены порядка 40 образовательных учреждений. Для 14 тысяч учащихся республики созданы все условия для обучения. О том, сколько образовательных организаций республики вошли в программу капремонта в этом году, сообщил в своем блоге глава Тувы Владислав Хавалы. Это значимая новость для нашей республики с большой долей детского населения. Программа позволяет сократить разрыв между селом и городом. Сельским ребятам получить те же возможности для образования и самореализации, что существует у их городских сверстников. В 2024 году в программу капитального ремонта школ включены 6 объектов. Общий объем финансирования составит порядка 360 миллионов рублей. Будут обновлены школы в селах Эрзин, Тейли, Хундергей, школа номер 4 города Кызыла, школа-интернат для детей с нарушением слуха в Кызыле, а также здание аграрного лицея в Сукпаке Кызыльского района. Особый праздник для каждого гражданина нашей большой страны – День защитника Отечества. Поздравления и самые теплые слова звучали в адрес тех, кто служил и кто на боевом посту сейчас. Отдельная благодарность выражалась бойцам, которые героически служат в зоне специальной военной операции и, конечно, ветеранам Великой Отечественной, чей подвиг навсегда в нашей памяти. Более подробно у нашего корреспондента. День защитника Отечества – это не просто праздник. Это дань уважения всем поколениям российских воинов от древних времен до сегодняшнего дня. Защита своего Отечества – святая обязанность каждого гражданина. В столице на мемориальном комплексе Площадь Победы состоялся торжественный митинг и возложение венков к вечному огню. Звучали гимны России и Республики Тыва в исполнении военного оркестра и, конечно, много цветов. От военных, представителей власти и простых граждан, которые берегут память о героях. Память о воинах, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины, минутой молчания почтили ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций и органов власти, а также жители столицы. Все присутствующие пришли отдать дань уважения и памяти участникам специальной военной операции, ветеранам Великой Отечественной войны, а также соотечественникам, отдавшим жизни в ходе исполнения боевых и служебных задач. Имена доблестных сыновей Тувы навечно вписаны в военную историю нашей большой страны. Они навсегда останутся примерами мужества, стойкости духа и беззаветного служения Родине и народу. Сегодня миллионы людей по всей стране искренне и по зову сердца помогают бойцам на передовой. И это несокрушимое единство и есть залог общей победы. Аэлита Оржак, Владимир Сутюк, Торжусат, телеканал Тува-24. Накануне Дня защитника Отечества в Национальном театре имени Виктора Кукола состоялся праздничный концерт. В мероприятии участвовали глава Тувы Владислав Хавалы, военнослужащие, участники специальной военной операции, добровольцы, а также представители силовых ведомств республики, ветераны и общественники. Более подробно смотрите далее. Во время официальной части глава Тувы Владислав Хавалы поприветствовал и поздравил с государственным праздником Днем защитника Отечества всех собравшихся в зале зрителей и ветеранов боевых действий. День защитника Отечества прочно связывает разные поколения России. В этот день мы проводим уроки мужества, исторической правды. Вспоминаем героев Великой Отечественной войны, тувинских добровольцев.
чтим память всех, кто самоотверженным трудом приближал победу. Дорогие земляки, горячими аплодисментами от имени всех жителей Тувы поздравим Героя России, министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, группировку «Войсцентр» и его командующего генерал-полковника Андрея Николаевича Мартвичева, командир 55-й гвардейской бригады, полковник Сергея Павловича Карасева, личный состав и руководство всех воинских частей, где служат бойцы из Тувы, с этой победой. Далее, по традиции, состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. За мужество и героизм почетными грамотами Республики Тыва были награждены военнослужащие 55-й бригады. Кроме этого, памятными медалями и благодарностями главы республики отмечены сотрудники правоохранительных органов региона. Красочным завершением церемонии награждения стало выступление Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны». Специально для гостей мероприятия коллектив подготовил новую постановку «Тыва Сүлде», которая заставила зрителей еще больше окунуться в патриотическую атмосферу праздника и испытать гордость за отчизну. Торжественное мероприятие никого не оставило равнодушным. Зрители вышли с положительными эмоциями и массой незабываемых впечатлений, а также передали благопожелания бойцам. Впечатление от концерта? Очень было красиво, все хорошо. И очень понравилось, когда выступали кадеты. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел сегодня на высшем уровне. Поздравляю всех бойцов из Тувы, которые сражаются и хранят покой родной страны с этим красивым праздником – Днем защитника Отечества. Пусть они возвращаются домой целыми и невредимыми. Что ты пожелаешь защитникам Отечества? Чтобы они жили хорошо, чтобы они вернулись живыми, с военной, со своего. Здоровья, семейного благополучия – это самое главное. По завершению праздничного концерта на площади Арата более 150 студентов средних учебных заведений республики построились в форме звезды. Они являются участниками акции «Звезда Героя». Мы сегодня совместно при поддержке наших партнеров провели акцию для нас, для наших героев, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, и те, которые участвовали в локальных военных конфликтах и в Великой Отечественной войны. Молодежь приехали сегодня, несмотря на морозы, стали звезду. Эта акция называется «Звезда Героя». Мы хотим сказать от имени молодежи большое спасибо за то, что вы охраняете и защищаете Родину. Этот праздник служит главным образом символом памяти и уважения к истории России, ее героев, которые во все времена мужественно встают на защиту своей Родины. Аэлита Оржак, Арис Мангуш, Таджусат, телеканал Тува-24. В селе Аржан Пихемского района открыли парту героя и мемориальную доску, чтобы увековечить память погибшего военнослужащего Ахмета Мады. С подробностями Баир Шираб. Мы сегодня еще раз хотим сказать слова благодарности нашему герою, который не пожалел своей жизни ради будущего на этой земле, ради будущего наших детей, нашего сельского поселения Аржана и Пихемского района Республики Тыва, да и всей нашей Российской Федерации. Ахмет Маады, росгвардеец, погибший в феврале 2022 года при выполнении задач специальной военной операции. Младший инструктор-снайпер, прапорщик полиции Маады защищал мирное население Донбасса. В его родном селе культ героя-земляка, который уважали односельчане, любили близкие и гордились учителя. Боевыми товарищами погибшего были сотрудники ОМОН-Ады, Росгвардии по Республике Тыва, которые и открыли парту героя, провели школьникам урок мужества и продемонстрировали показательную программу. Слова искренней благодарности высказал заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Тыва Александр Новоселов. Я хочу сказать слова благодарности администрации населенного пункта, а также руководству школы, которые сегодня помогают нам в увековечении памяти наших павших героев. А ученикам школы хочу сказать, тяжело говорить, будьте достойны. Будьте достойны. Слова, в которые вложен глубокий смысл. Ахмет Маады не только отважный воин. Он имел большие успехи в спорте. Был чемпионом республики по волейболу, лучшим нападающим. Память о мужественном герое навсегда остается в сердцах его близких, родных и земляков. А его пример будет вдохновлять на подвиги и делать наш мир лучше и добрее. Баир Шираб, Таджусат, телеканал Тува-24.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Туве провело коллегию, на которой были подведены итоги его деятельности за прошлый год. Представлены основные достижения и результаты работы, а также определены приоритетные задачи на 2024. Инна Клоян продолжит тему. Официальная часть коллегии была открыта награждением лучших сотрудников уголовно-исполнительной системы, внесших значительный вклад в ее развитие. Чем прибыл для присвоения очередного звания лейтенанта. Поздравляем с первым цешным званием. Служу России! Анализируя деятельность ведомства, начальник УФСИН Руслан Петенев в докладе подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам обстановка в учреждениях оставалась стабильной и контролируемой. В исправительных учреждениях не было допущено особо тяжких преступлений, массовых беспорядков, захватов заложников и побегов из-под охраны. Деятельность Управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Тыва в течение 2023 года была направлена на снижение уровня преступности, нарушение установленного порядка отбывания наказания спецконтингентом, создание условий для содержания осужденных, соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний, увеличение вывода осужденных на оплачиваемые работы, сохранение кадрового потенциала УИС, укрепление дисциплины среди личного состава. Необходимо отметить, что в прошедшем году в учреждениях не допущено побегов из-под охраны, совершение осужденными особо учитываемых преступлений. Учреждения работали в штатном режиме, оперативная обстановка оставалась и остается удовлетворительной, полностью контролируемой администрацией. Руководитель также отметил, что продолжалась целенаправленная работа по недопущению проникновения в учреждения запрещенных предметов и веществ. Так, при попытке доставки было изъято 37 мобильных телефонов и более 390 граммов наркотических средств. Задержано 18 граждан, 8 из которых были привлечены к административной ответственности и 8 к уголовной. В отношении 2 граждан материалы находятся на рассмотрении суда. Совместная работа проводится также с Министерством юстиции. Нам удалось добиться создания 4 УФИЦ. Введение в эксплуатацию УФИЦ при колонии поселения номер 3 УФСИН России по Республике Тыва и 100% наполнение осужденными к принудительному труду. В течение 2023 года произошли естественные изменения, в процессе которых из президентского проекта были исключены бесперспективные УФИЦ. В данный момент хочется поблагодарить руководство вашего управления, сотрудников, которые занимались и занимаются вопросами данного УФИЦ, за проявленный профессионализм. В условиях дефицита ресурсов вам удалось расширить количество мест со 143 до 207 мест. Заместитель председателя правительства Республики Тыва, присутствующий на коллегии, подчеркнул, что ведомством заключены соглашения, включающие в себя все меры поддержки граждан, находящихся в учреждениях УФСИН. Это получение образования, жилья, медицинской, психологической и юридической помощи, а также их трудоустройства. Заключены соглашения о взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, Министерством здравоохранения Республики Тыва, Министерством труда и социальной политики, Министерством образования Республики Тыва, Центром занятости населения с государственным бюджетным учреждением, Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Созерал». На стадии подписания находится проект соглашения с Республиканским комплексным центром социального обслуживания населения, поддержка с государственным юридическим бюро Республики Тувинской республиканской организацией, Общероссийская общественная организация, Всероссийское общество инвалидов и с общественным молодежным движением Республики Тыва «Добрые сердца Тувы». В ответных выступлениях представителями законодательной и исполнительной власти Тувы была дана позитивная оценка результатов совместной деятельности за прошлый год. Вся ваша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить соблюдение каждого человека на личную безопасность, на то, чтобы он был накормлен, обут, сыт, ему была оказана медицинская помощь. Вот здесь грубых нарушений нет. И хотел бы только поблагодарить вас за ту работу, которую вы ежедневно ведете в своих учреждениях. Подведение итогов работы за прошедший год стало поводом отметить достижения и рассмотреть планы на будущее, направленные на совершенствование работы пенитенциарного ведомства в Туве. В целом 2023 год был отмечен стабильной и управляемой обстановкой, качественной реализацией задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. Инна Клоян, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.
На площадке Республики Тыва на международной выставке «Форуме Россия» поздравили участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества и подарили бойцам памятные подарки. А также с концертом выступили артисты Москонцерта. С подробностями в сюжете далее. Стенд нашей республики в день празднования Дня защитника Отечества посетили бойцы, участники специальной военной операции. Для них была организована экскурсия и приготовлены подарки. Военные узнали о республике, откуда родом те самые бесстрашные тувинские воины. Дорогие военнослужащие, мы вас рады поздравить с Днем защитника Отечества и желать вам доброго здоровья, благополучия. У вас всегда все будет хорошо. Пойдемте. Свои концертные номера показали артисты Москонцерта. Михаил Коломыцев, солист и гармонист золотой десятки гармонистов России имени Геннадия Заволокина, и Ольга Кузнецова, солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов. От чего гармония поет? От того, что кто-то любит гармониста. В выставке «Форуме Россия» на ВДНХ участвуют все регионы страны. На своих площадках они демонстрируют особенности своих национальных праздников, знакомят посетителей с элементами культуры и традициями. Также параллельно с выставкой идет онлайн-голосование за лучшие экспозиции регионов по 11 номинациям. Лучшие из лучших, самое оригинальное, самое познавательное и так далее. Чтобы принять участие в голосовании за родной регион, необходимо зайти на официальный сайт выставки «Форума Россия», выбрать на интерактивной карте нужный регион и отметить нужную номинацию. Мерген Оюн, Дожусат, телеканал Тува-24. В минувшие выходные в Национальном театре прошел юбилейный вечер, посвященный 80-летию заслуженного работника сельского хозяйства России, героя труда Тувы Ушкусар Оржак. Ушкусар Аракчаевне присудили государственную премию главы Тувы «Гордость народа Тувы» или «Тыва Чоннун Чоргаралы». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Заслуженный работник сельского хозяйства России, заслуженный работник Тувы, кавалер ордена республики, герой труда Тувы, бессменный руководитель ГУП Мегонбюрен, обладательница высшей награды Монголии, полярная звезда и многих других званий, медалей и орденов Ушкусар Аракчаевна Оржак отмечает свой 80-летний юбилей. И мы начинаем юбилейный концерт с исполнением глубокого почитания к названию представления. Мы искренне преклоняемся перед вами, многоуважаемая Ушкусар Аракчаевна. За значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства Ушкусар Оржак награждается государственной премией главы Тувы «Гордость народа Тувы» или «Тыва Чоннун Чоргаралы». Сегодня я работаю с 4-м поколением своего родного коллектива. Благодаря преданным своему делу людям, специалистам и невероятно трудолюбивым животноводам, и благодаря сплоченности всего народа я работаю по сегодняшний день. Самое главное – это любить свою работу и дело, которым ты живешь от всей души. Только так можно добиться процветания. Со сцены главного храма искусства ветерана поздравили представители разных министерств и ведомств. Среди них и региональное министерство культуры. Виктор Чижит вручил сертификат на 50 тысяч рублей. Ушкусар Аракчаевна Оржак – разносторонний человек. Она сплачивает всех людей, которые находятся рядом, а самое главное – делится своим опытом с молодыми специалистами и направляет молодежь на правильный путь. От всех работников культуры желаем вам всего самого наилучшего. Министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Уруспай озвучил, что в честь юбилея со стороны министерства вручается 100 мешков муки. Тем временем в фойе Национального театра развернули выставку, где представлена продукция Мюнгдагинского района, от копченой рыбы до консервированных продуктов. Тушенки из мяса ягка, также консервы из хариуса местного, вяленое мясо, можно так сказать, и белая пища. Также еще здесь представлен животные, которые живут в Мюнгдагинском районе. Это як, также дикие копытные животные, как горный козел и так далее. Краснокнижные тоже представлены. Несмотря на суровый климат, сложные природные условия и труднодоступность, в Мюнгдагинском районе проживает более 6400 жителей. Мы славимся людьми, с гордостью рассказывает председатель администрации Мюнгдагинского района Чойган Иргит. В текущем году и позапрошлом году нас испытывает погода, показывает свой характер. Дороги там заметают, пастбища заметают. Сейчас 40-градусные морозы тоже, но люди держатся, не оставляют свой родной край. У нас животноводство представлено как овцеводство, козоводство, яководство и табунное коневодство.
всеми животными, которые у нас в республике есть, кроме оленя и верблюда. Юбилейный вечер завершился концертными номерами. Айра Асад, Владимир Суртук и Доржу Усад, телеканал Тува-24. В День защитника Отечества также в Национальном театре прошел благотворительный концерт, где состоялось чествование наградами «Отец героя». Как сообщили организаторы мероприятия, вырученные средства направят на строительство мемориала памяти павшим солдатам, которые героически защищали Родину ценой своей жизни. Где его планируют установить и каким он будет, узнала Айра Асад. Приветствуем наших воинов, солдат, сержантов и офицеров, служащих силовых структур, настоящих мужчин. Вы гордость нашей страны. В День защитника Отечества на сцене Национального театра звучат слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, всем тем, кто отстаивал наши интересы в локальных войнах и, несомненно, участникам специальной военной операции. Специальный представитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Кулар отметил, что 23 февраля – это особая дата в нашей истории. Низкий поклон инициаторам концерта, матерям и вдовам героев нашей Родины. Ваша инициатива проведения данного концерта доказывает силу духа и стойкости. Вырученные средства с данного благотворительного военно-патриотического концерта идут на строительство мемориала памяти наших героев. Мы гордимся тем, что мужчины Тувы в трудный час без колебаний встали на защиту своей Родины. От имени главы Тувы и регионального правительства Тимур Кулар вручил сертификат на 1 миллион рублей. Главная цель фонда – это увековечивание памяти наших героев, рассказывает региональный председатель Всероссийского фонда «Вечная память героям» Алима Лобсан. Герой умирает дважды. Первый раз на поле боя, когда его настигает пуля. Второй раз, когда его забывают. Поэтому наша цель, и это вот вторая вот получается гибель героя, это самое такое значимое. Поэтому наша цель – пропаганда среди молодежи, подрастающего поколения, чтобы они помнили героев, чтобы они знали. Наши мамы, несмотря на свои вот потери, горечь потери, да, держатся вместе. Как было уже сказано, вырученные средства от благотворительного концерта направят на строительство мемориала памяти павшим солдатам. Это действительно важно, так как специальная военная операция коснулась многих семей республики. Матери не верят, что их сыновья погибли. Они знают, что они где-то там. Да. И вот наш памятник будет именно связано религиозное, да. Вот мы с управлением Камбула мы тоже разговаривали. Как бы проекта вот именно мемориала у нас нету, но вкратце можно сказать, мы хотим в честь нашим мальчикам построить Мани-Хурты. И место оно будет предварительно, но это вот на правом берегу самый первый хюре, который построили, где 55-е сзади, да. Вот на этом месте будет построен религиозный вот такой обелиск Мани-Хурты. Но это как бы, да, вот на благое перерождение, чтобы наши дети попали в рай. Ну, в этом смысле. Указом президента России медаль за отвагу в День защитника Отечества вручили Айдашу Чимба. Из зоны специальной военной операции я вернулся в прошлом году. Сам я из Серединского района. Желаю всем ребятам вернуться домой к своим родным и близким. Получить столь высокую награду для меня – большая честь. Сколько в них вмещено переживаний, бессонных ночей и горьких дум. Сколько в них любви, гордости и человеческого счастья знают только они. От имени сенатора Российской Федерации Дины Оюн благодарственными письмами наградили матерей участников специальной военной операции. Всероссийская общественная организация «Вечная память героям» учредила награду «Отец героя». Медаль символизирует благодарность родителям, которые воспитали настоящих патриотов и защитников. Санол Артур Сележапович, сын герой Санол Сергей Артурович. Именно в семье, по примеру отца, закладываются такие черты, как мужество, честь и любовь к родине. Обладателей медали «Отец героя» чествуют стоя.
Айра Асал, Владимир Суртук и Самдан Иргит, телеканал Тува-24. И к новостям спорта. В спортивном комплексе «Херел» впервые состоялся открытый республиканский турнир по армейскому рукопашному бою среди молодежи до призывного возраста на призы регионального отделения юнармии. Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества в честь бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Слово моей коллеги Инне Клоян. На турнире собрались спортсмены из разных уголков Тувы, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу в схватках. Участие в соревнованиях принимают как опытные бойцы, так и новички, желающие испытать свои силы в армейском рукопашном бою. Рукопашный бой напоминает боевой самбо. Время каждого спарринга 5 минут. Разнообразие приемов, а главное – динамика. При захвате стоя или партере борьба может длиться не более 5 секунд. Не успел провести прием или нокаутировать соперника, судья вернет в стойку. Это хорошая возможность проверить на практике полученные на тренировках навыки, которые могут пригодиться не только на татами, но и на службе. Поболеть за участников турнира пришли коллеги и друзья. Айдамир Мангуш поделился, что спорт – это его образ жизни. Я в этом виде спорта 3 года уже. Я выбрал этот вид спорта, потому что это красивый зрелищный бой. И с самого детства я выбрал именно этот спорт. Я принимаю участие в соревнованиях практически каждый месяц. Для меня этот вид спорта, значит, имеет большую часть жизни моей. Республиканский турнир собрал и опытных спортсменов до призывного возраста, и новичков. Я занимаюсь уже этим видом спорта в порядке 3-4 лет. Почему выбрал именно этот спорт? Потому что пригодится в жизни. Также будем служить, этот, вид спорта понадобится. В жизни, например, постоять за себя понадобится. Соперники попадались очень хорошие, опытные. Самое главное, я считаю, главное не победа, главное участие. Это также будет очень хороший опыт. Самое главное – это опыт. А медаль, призы – это второй план. Самый главный опыт. Турнир по рукопашному бою среди любителей спорта делится на несколько категорий – весовых и возрастных. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и готовность сражаться до последнего. И очень отрадно, что сегодня уже мы собрали около 80 детей со всей республики. Это получается юнармейцы, получается допризывная молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, а также мужчины, получается. И сегодня мероприятие проводится в первую очередь, конечно же, это патриотическое воспитание детей и молодежи, так как мы проводим не только военно-спортивные мероприятия, но также проводим спортивные мероприятия. Яркие, зрелищные, азартные. Такими запомнятся соревнования его участникам. Напомним, что открытый республиканский турнир по армейскому рукопашному бою среди молодежи до призывного возраста был приурочен ко Дню защитника Отечества и в честь храбрых бойцов, которые находятся на передовой. Также подобные мероприятия способствуют развитию спорта и формированию здорового образа жизни среди молодежи. Инна Клоян, Владимир Суртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. До скорых встреч!